Сегодня 23 апреля 2025 года, 17 часов 3 минуты по Берлину, 19 часов 3 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Наш сегодняшний стрим снова на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Меня зовут Аслан Арцуев, тот, кто еще не знает. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, ваша безопасность в ваших руках. Будьте осторожны, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные herzlich willkommen. Добро пожаловать, друзья. Ну, как обычно, я начну свой стрим с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ах да, сегодняшний свой стрим я назвал «Крым готовят к сценарию Косово?» Вопросительный знак. Давайте об этом и многом другом поговорим. За прошедшие сутки на 23 апреля 2025 года уничтожено и ранено 1210 российских бандитов, 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт система, 136 БПЛА, 163 автомобильной техники и цистерны и 1 спецтехника. Слава Украине, слава ЗСУ. Так, далее, друзья, как известно, сегодня должны были пройти переговоры в Лондоне. Они проходят, но проходят без Зеленского, без госсекретаря Марко Рубио. Вот такая вот ситуация. Дело в том, что по данным New York Times, Дональд Трамп, США предложили передать Крым России. Но это всего лишь пока журналистская статья, только лишь статья в газете, поэтому не спешите сразу рубить с плеча. И, на мой взгляд, это всего лишь такая риторика, утечка, специальные вбросы для того, чтобы предпринять какой-то другой шаг. Вероятно, я ничего не утверждаю, может быть сценарий Косово, где ООН возьмет под контроль эту территорию. Украинцы не согласны, Зеленский уже заявил, именно поэтому Зеленский не поехал в Лондон, заявил, что Крым это Украина, это в соответствии с Конституцией Украины, и мы от Крыма отказываться не будем, говорят украинцы. Что неудивительно, на протяжении всех 11 уже лет, да, Украина целенаправленно и последовательно отстаивает свою территориальную целостность. И я полагаю, вероятно, мы увидим международное вмешательство, скажем так, именно по ситуации с Крымом. И мы знаем, это уже очевидно, что Турция претендует на Крым. Пока это никто не афиширует, об этом никто не говорит, но у меня есть такие подозрения. И, скорее всего, Крым может пойти по пути Косово. Давайте будем за этим наблюдать. Вообще, я считаю, что вот то сегодняшнее перемирие, точнее прекращение огня на 30 часов, которое уже закончилось, как мы видим, 1210 бандитов российских уничтожено, а в момент, когда потери были меньше всего у русских террористов, они достигали 670 за сутки убитыми и ранеными.
по сообщению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Поэтому я полагаю, что прекращение огня, как правильно говорят люди, разбирающиеся в военном деле, на время прекращения огня, которое было, оно приостановлено, но в любом случае я полагаю, что мир будет достигнут в Украине, потому что за это взялся президент Трамп. Посмотрим. Так, да лето бой. Музафир Дерис, Масира Бойва, да лето. Турция труханула. Сегодня это сигнал, чтобы угомонились. Не знаю. Чат не читаешь? Читаю. Почему не читаю? Я только вижу тут вот парочку ваших сообщений, Музафир. Вот твое сообщение и Чеберло, он есть лабо, куда Чеберло, Сацахитаро. Он есть ла. Он есть ла. Сацахита Чеберло. Я смотрю, у нас чат сегодня активный вообще, да. Музафир, пока я это бац. Пока не могу дать, да. Спасибо, божественно, спасибо. Давайте я вам расскажу про переговоры, которые должны были состоялись которые, но их уровень понижен. Вот смотрите, что пишет Deutsche Welle на русском. Уровень переговоров по Украине в Лондоне понижен. Госсекретарь США Марко Рубио передумал приезжать в Великобританию. Отменили участие также главы МИД Германии, Великобритании, Франции и Украины. Вместо них в Лондоне встретятся высокопоставленные чиновники из 5 этих стран. При этом украинский министр иностранных дел Андрей Сибига все же полетел в британскую столицу и встретился с министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Лэмми. Ранее газета The New York Times сообщила, что Марко Рубио намерен пропустить следующие стадии переговоров, поскольку Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа по заключению сделки, которая остановит бои с Россией. Ранее Рубио заявлял, что Вашингтон дистанцируется от переговоров, если в ближайшие дни не будет прогресса в связи с предложениями США. По данным США, Вашингтон в том числе предложил Киеву и Европе легитимизировать аннексию Крыма, а также признать контроль РФ над оккупированными ею территориями на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает Крым российским от имени ЕС. О том же заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Вот такие вот интересные сообщения. Так, вот этого нужно забанить к чертовой матери. Также, возвращаясь к нашей теме по поводу переговоров. Смотрите, я давно говорил о том, что ситуация, казалось, развивается, казалось бы, Украина должна быть заинтересована, да, в прекращении огня, в перемирии, в мире. Конечно же, не за счет своих национальных интересов, но все же сейчас, когда Украина находится в такой глухой обороне, наступательные действия практически не ведутся, русские наступают.
И казалось бы, что ну да, нужно остановить, попробовать там ввести европейские войска, нужно как-то мобилизоваться, изменить ситуацию. Я уверен, я знаю о том, я просто убежден, да, убежден в том, что в Украине действует упорно, усиленно КГБ. Действует оно так, ну то есть российская пятая колонна, действует она так, что украинцы не могут победить. На протяжении уже 3 лет вкачиваются миллиарды долларов, вкачивается огромное количество оружия, но мы не видим особых результатов. И тогда возникает очень такая странная ситуация. Если бы у нас не был бы пример в виде Чеченской республики Ичкерия, которая 3-4 тысячами своих бойцов просто гоняла как тузик грелку, рвала эту фашистскую оккупационную армию России, банд-армию России. И за все это время Украина не смогла добиться этих результатов. Хотя потери огромные у русских и все такое. И наносить удары Украина может вглубь. Да, теми же дронами можно наносить, по той же Белгородской области, по Москве, по ФСБ, по чему угодно. По ФСБ не бьет Украина. В самом начале где-то ударили, я помню, по ФСБ, и все, и на этом закончились приключения с ФСБ. Хотя ФСБ это главный виновник войны против Украины. Не Путин отдельно, а ФСБ в целом и их вооруженные силы. И вот такая странная ситуация складывается, что пятая колонна, она есть, а я сужу по тому, что она есть. Не потому, что там грудь себя бьют, там разные патриоты рассказывают, какие они там супер воины, супер там патриоты, борются против России. Уверен, у них у всех медальки уже есть, причем самые высшие в Украине. Точно так же было у нас. Наши обычные бойцы, настоящие бойцы, да, не симулякры, после войны пошли просто домой и сеяли картошку, жили на своем приусадебном участке и особо никуда не лезли. От медалей отказывались, потому что мы не ради медалей воевали, там, вот с такой мыслью. А те, кто работал на Русню, у тех вся грудь была в медалях, они были самыми мощными патриотами, и они фактически в переносном смысле затыкали вот этих всех людей. Ну, затыкали, потому что они молчали, но и неудобно было лезть. Они же не лезли, что мы вас там победим. А так, ты герой, ты посиди, мы тут большие герои и так далее, и так далее. Ну и в итоге вышло, что когда агентура полностью заполонила наше информационное, политическое пространство, ну практически, под видом патриотов, никто не заподозрил бы ни на секунду Ахмада Кадырова, что он работает на Русню. Да? Ахмад Кадыров это тот, кто объявлял джихад России. Кстати говоря, джихад, всемирный джихад, это тот термин, который тоже нам подсунули. В нашей истории никогда не было термина, чтобы мы вспоминали джихад. Это исламский термин, мусульманский термин, который говорит о джихаде внутри себя, самим собой. Борьба со своими страстями, со своими слабостями там, и так далее, и так далее. Это называется большой джихад. Он большой, потому что он очень сложный, и это труднее, чем вести даже войну, считается. Бороться со своим внутренним каким-нибудь таким перекосом, который противоречит религии. А раньше мы использовали газават, газват было у нас слово, газават. Это турецкий термин, но обозначает борьбу за свою страну, за свою веру там, и все остальное. А джихад в сегодняшнем положении дела, сегодняшней ситуации в мире, это считается международный джихад. Понимаете? Международный. Считается, что это такое всемирное дело.
джихад. Именно мы сами, чеченцы, через Ахмада Кадырова, через Ахмеда Закаева, который самый первый в черной повязке появлялся с арабской вязью, якобы с платком на голове, ну так эффектно, так артистично, так сказать. И эти люди нас фактически представляли, потихоньку пододвигали. Это не произошло за раз, что нас пристегнули там к международному вот этому исламскому терроризму, который подразумевал джихад во всем мире для завоевания всего мира или хотя бы земель, которые когда-то где-то принадлежали там халифату и так далее. Дело в том, что даже в этом случае, когда был вот этот турецкий халифат или Османская империя, нас не взял к себе турецкий халифат. Понимаете? Даже в этом случае, когда был весь всемирный джихад, халифат, там, Великая Турецкая империя, нас тогда даже не взяли, потому что у нас была война с русскими, а турки боялись всегда русских. Поэтому они нас не взяли к себе. И нам пришлось бороться самим. Правда, имам Шамиль, изначально ли он был завербован, либо потом он стал турецким агентом. Ну, скорее всего, он стал турецким агентом. И перебрался после того, как ему русские любезно предоставили в дом Калуги, его сыновьям жалование, работу военными там, офицерами. Уехал якобы там куда-то в Саудовскую Аравию, и там умер в Мекке, якобы на хаджи. Ну, тоже, конечно, все сомнительно. Полагаю, что все намного прозаичнее. Человек уехал к себе, к своим хозяевам в Турцию, и там, наверное, либо жил, либо тоже со временем умер и где-то был похоронен. Может быть, даже в Мекке, не знаю. Но вот складывается такое впечатление, что вот это все выстраивалось именно вместе в сговоре, тогда еще вместе в сговоре с Россией и Турцией против кавказцев и так далее. И вот эта ситуация, которая сейчас развивается, она нас подводит к тому, что мы должны разобраться в себе. Мы должны разобраться, что значит каждый термин, который в угаре войны мы использовали сами, термины, которыми нас награждали оккупанты, враги наши, термины, которые приходили к нам из-за границы, которые потом оказывались выгодны России. И вот эти вещи, когда мы начнем понимать, что нас пытаются использовать, нас используют под видом помощи. Понимаете? Под видом помощи. И после этого мы оказываемся в такой печальной ситуации. И никто на этой земле нам не поможет. Ни Соединенные Штаты нам не помогут, ни тем более Турция нам не поможет. Просто возьмите, например, одну вещь. Просто, чеченцы, как наблюдение. Я люблю постоянно подводить итог и концентрировать на чем-то конкретном. Например, как то, что разрушивший халифат, он так назывался, это была Турецкая империя, сейчас распространяют слухи, что вроде бы в халифате не было никакого там национализма, в этом османском халифате. Были все, просто Ататюрк принес национализм. Это неправда, абсолютно неправда. Вы только по одежде, по чеченцам, которые перебрались в Турцию, посмотрите и увидите, что практически ни одного селения, населенного пункта, где чеченцы говорят на чеченском языке, нет, не сохранились. Их ассимилировали. Это при халифате так себя вели. Вот такая печальная история. И возвращаясь к ситуации по Турции, которая уничтожила сама халифат, и теперь якобы пытается помогать мусульманам во всем мире и так далее. Нонсенс, да? Мы же все помним историю, мы же все знаем, что Ататюрк прекратил при помощи Англии, при помощи арабов, прекратил существование этой Османской империи. Ни к исламу, ни к халифату это образование не имело никакого отношения. Только
косвенное, только внешнее. Вот посмотрите, я вот 11 лет уже здесь в Европе, и до того, как сюда приехал, когда еще работал правозащитником, адвокатом в Москве, и тогда я не видел помощи нигде. Из-за того, что здесь, в Европе, в Турции, на Западе, я не видел никакой поддержки, слабой поддержки, хотя я доверял там некоторым людям, в том числе и Кавказ-центр, я читал постоянно, всегда пытался быть в курсе событий. За все это время вынужденно, если бы здесь хоть кто-то, вот я видел бы, что реально ведется работа, и без моего участия обойдется, и я считаю свое участие оно мизерным, и я думал, немножко я помогу, поеду в Европу, там буду помогать и так далее. За все это время я не видел ни с турецкой стороны, ни с чьей стороны подготовленных юристов, подготовленных журналистов, подготовленных каких-нибудь международников, людей, которые говорят на разных языках европейских. А сейчас мы видим, что сидят какие-то люди в хороших студиях, с хорошим освещением, их рекламируют на разных каналах, их не запрещают на территории фашистской России, как запрещает наш YouTube канал. Сидят религиозники и рассказывают нам, что нам делать, как нам быть. И они только сейчас появились. Так вот, если Турция заботится, если НАТО заботится, если весь мир заботится о нас, то почему нам не дают юристов? За деньги, которые сядут и будут сидеть рассказывать. Почему нам не дают журналистов? Почему нам не дают других людей, ораторов, каких-нибудь политологов? Почему вот этих людей не обучают, не подготавливают? А дело в том, что если нам дать юристов, журналистов, политологов там, и разных других нужных людей, чтобы разъяснять чеченцам, чтобы это делал, как я это делаю, только лучше, только более масштабно это все происходило и массово. В таком случае мы начнем быть равными. А нас не надо делать равными для Турции. Нас нужно сделать под кем-то, под Турцией. Турция всегда боялась Россию. На территории Кавказа и Советского Союза, Российской империи, нынешней фашистской Российской Федерации, так называемой, проживает огромное количество тюрков, за которых болит душа у турецкой империи. Но они ничего для них не делали. Понимаете? Ничего они для них не делали. Потому что боялись Россию. Своих говорящих людей с ними на одном языке, для них ничего не делалось. Ну, ничего не делалось, то есть не освобождали их. А теперь вот все зашевелились, теперь Россия на издыхании, у нее все плохо, и нужно поднимать восстание, поднимать недовольных людей, которых огромное количество. Например, в чеченском народе, чеченский народ вообще задавлен, находится в тяжелейшем положении. И сейчас хотят поднять, недовольных поднять и так далее. Я все прекрасно понимаю. Я тоже не против того, чтобы были какие-то отстаивания своих прав и так далее. Но нас готовят не юристами и журналистами, а какими-то проходимцами, какими-то там религиозными, абсолютно непонятными людьми, которые абсолютно не понимают, что они несут даже. Их ты послушаешь, и ты понимаешь, что он несет чушь просто, бред этот человек несет. Но его не запрещают на территории России. Он может призывать убивать ментов на территории России. Он может там еще чего-то призывать. Правда, потом переигрывать это все, когда это подвергается уже, лично их уже подвергает опасности. Вот такая вот ситуация интересная складывается. И поэтому я всем чеченцам, еще раз говорю, и не чеченцам тоже, обратите внимание, чеченцы,
Почему за эти годы они ничего не делали, а теперь они говорят о религиозной составляющей? Но не говорят ни о юриспруденции, ни журналистике, чтобы нам объяснить, что происходит в мире. Никаких аналитиков мы не видим. Понимаете? Все западные средства массовой информации, такие как, например, Радио Свобода, Кавказ Реалии, Настоящее время, Голос Америки, рекламируют всех, кто связан с Турцией. НИСО, еще какой-то. Ну, много вы их видите. Но вы никогда не увидите там чеченца свободного, который не подчиняется никому, только служит своей совести. Понимаете? Вы их не увидите там. Понимаете? Это им не нужно. Нас хотят снова обманывать. Понимаете? И голос, который будет говорить, что нас хотят все обмануть, в итоге будет заглушен, маргинализирован, уничтожен. И снова все воцарится на свое место. На свое место. Понимаете? Вот какая вот ситуация. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. И дальше продолжим наше общение. Алейкум салам, Шамиль. Асам, приветствую. Вы же понимаете, что гонять миллионную армию в 25 году не так просто, как в 90-х. Нет, я не понимаю этого. А чем отличается 25-й год от 90-х? Ну, кроме 35 лет, и что мы это можем наблюдать в прямом эфире. Чем отличается? Мне кажется, это не очень корректно то, что вы говорите. В смысле, как это так? Абсолютное превосходство в воздухе. Нехватка абсолютно всего просто. От медикаментов, про связи не говорю, там, ну, рации были, телефонов, там ничего близко не было. Ничего не было просто, понимаешь? Ни вооружений, ни патронов, ни гранатометов, ничего. А про воздух я не говорю вообще. Про воздух это просто беспредельное просто господство, так если можно сказать, в фашистской России. О чем вы говорите? Да, тогда было тяжелее. Тогда не было у нас ни интернета, ни телефона, нас обманывали. Сейчас намного легче. Намного. Ну, относительно, конечно, но в этом смысле намного. Так, что у нас тут пишут в ТикТок? Давайте почитаем. Так, не, Музафир, не надо, мне не нужен модератор пока. Баркал дейрей сойлон. Так. И туам бинаш от динс балбеш бубо злой вип. Ну, туам бинаш боцаш бусун бойс, туам бинаш. Ну, динс бал, шабегу сабу динс бал. Сабу сагу, дал мула вал вишу. Дал мула. Сундел сабал бу, но и хубогдо, самацапита обочина. Так, Аслан Моментс, Мичао, Аслан Моментс. Ва Аслан Моментс, да. Мичао. Вот такая вот ситуация, друзья, интересная складывается. И знаете, я полагаю, что Турция это действует. Турция действует. Не самовольно.
она действует по согласованию с Великобританией, США, как страна-член НАТО. И да, конечно, какая-то определенная ей воля действия дается, но она должна и согласовывать и так далее. Поэтому это весь мировой заговор получается против Чеченской Республики, Ичкерии и свободных чеченцев. Когда началась Вторая русско-чеченская, еще до начала Второй русско-чеченской войны, у нас дома появились разные джамааты, группы такие, да, и вся терминология арабская начала появляться. Хамас, вот те, которые устроили ад для евреев, а потом для своего народа, которые обрекли свой народ на страдания, колоссальные страдания, убив невинных, в том числе абсолютно детей, женщин, абсолютно невинных людей, финансировались через поставку медикаментов. Понимаете, братья-мусульмане называлась эта организация. Хамас, кстати говоря, как раз и расшифровывается аббревиатура как братья-мусульмане. Они финансировались. А простые чеченцы, как я сегодня, да, сейчас идет информационная война. И вот на информационном фронте простые, настоящие, независимые чеченцы не имеют никакой поддержки ни от Америки, ни от Турции, ни от кого-либо. А те, кто служит Турции, они имеют, и тогда имели. И когда началась война, к чему мы пришли? К тому, что вот эти маргиналы, которые за деньги стали большим количеством таким, сразу же вокруг них образовалась пустота. Потому что за деньги воевать, умирать никто не хочет. И помогать никто не хочет, и хлеб носить никто не хочет, и воду давать никто не хочет. Понимаете? Если тебя убивают за это. А если ты это делаешь по совести, то ты готов и умереть. Ну, отнести эту воду или хлеб. Или идти принимать участие в какой-нибудь боевой операции. Вот таким вот образом нас разделили и потом дали России уничтожить. И сейчас происходит то же самое. Сейчас на Кавказе нужно поднять народ. И сейчас нам предлагают подняться. Нам не говорят ни про права человека, ни международное право, юристы там в хороших студиях собрались, в костюмах, рассказывают нам. Мы этого не видим. Мы видим только вот там какие-то там взрывы, убийства, нужно нападать, нужно подняться, там кафиры, муджахиды там и так далее. Причем, если бы это все продолжалось бы с первых дней, было бы понятно, естественно, это такое казалось бы нормально. Был обрыв такой. Где все были муджахиды? Куда подевались все муджахиды? Информационные муджахиды и так далее. Не было же никого, правильно? А теперь подали сигнал и все активизировались. Очень интересно. Очень. Aslan Moments. Aslan Moments. Мечау, Aslan Moments. Почему, Aslan Moments, тебя не видно? Так. Это специально делает видно, чтобы такие, как вы, говорили против мусульман, чтобы вы за убийство детей не постояли. Я не понял, злой вид. У тебя какой-то вот такой поток идет информации, который очень трудно понять. Ну, я понимаю, кроме вот то, что ты сказал, делает фитнес, чтобы такие, как вы, говорили против мусульман. Ты лжец, злой вип.
ты лжец. Ты враг мусульман и враг чеченцев. То, что ты говоришь. Понимаешь? Вы лжецы и враги. А не мы делаем фитну. Вы делаете фитну. Вы всю историю делаете фитну. Угоду кого угодно. Кроме чеченского народа. Понимаете? И человек, который дал себя обмануть, и годами верил в эту ложь, в эту сеть, в которую он попал, лживую. Его проще снова обмануть, чем сказать его и разочаровать, убедить и рассказать ему правду. Он и в эту правду не поверит. Поэтому я не рассчитываю, что вы сейчас поверите, во что я говорю. Те, кто пребывает в этой пропаганде. Я вообще не знаю, кто ты. Вижу, что злой вип у тебя написано. Такой, я вижу, у тебя есть желание чувствовать себя виповским, да? Я хочу сказать, что вы пытаетесь, зная, что на Кавказе, кроме нас, подняться особо-то и некому, вы пытаетесь нас снова использовать. Годами, десятилетиями вы готовились к этому. Но только не ради нас это делалось. Понимаете? Это делалось ради Турции, ради каких-то там других вещей. А мы, чеченцы, есть, были и остаемся, да. Прими меня, то... Ну, Аллаху принять, вирмоваться, сбали, валла, хуашел, эфир, засорять, прими меня, прими меня. Конечно, мы для вас, когда аргументы приводим, лжецы, говорит Слови. Ну, какие ты аргументы привел? Кроме того, что ты сказал, что мы фитну делаем. Так фитну вы делаете. Вы лично фитну делаете. Вы играете по правилам, которые вам, за деньги, которые вам дает иностранное государство. А мы нет. Нам ничего никто не дает. Понимаешь? Вас, вроде бы страшных, да, как вас представляют, радикалов, настоящее время американское рекламирует. Меня вы там до сих пор не видели за эти 6 лет. И, скорее всего, не увидите, да? Потому что я говорю правду. А вот вы, да, у вас все нормально, да, вам вот так сигнал подают, вы включаетесь. Вам говорят, ждите, вы все ждете. Вот и все. Понимаете? Вот что делается. Так, начнем с дронов, говорит Флэш. Один дрон контролирует и корректирует десятки километров. Сейчас стрелковых боев практически нет. Дроны, арта, ракеты. Украины тоже сейчас нехватка и всего по сравнению с Рашкой. Флэш, я согласен, что война сейчас немножко другая стала. Особенно последние 2 года. Но я тебе скажу, что иметь маленькую территорию без тыла, не иметь ни дронов, которые у вас сейчас есть, ни средства РЭБ, ни средства другой связи, это невероятно. Я не понимаю, о чем мы говорим вообще. Отдельная группа лиц, отдельная группа молодых мужчин, сражающиеся только с рюкзаком за спиной и с автоматом Калашникова, не имея никакой возможности, даже в случае маленького ранения, особенно если ноги, выжить, ног, если ранение ног получить. Я не понимаю, как вы сравниваете. У вас эвакуация, доставки, вертолеты, дроны, лекарства любые, как останавливать кровь. Я не знаю, просто все имеется. Как вы вообще можете такое говорить? В 1000 раз было у чеченцев хуже положение сейчас, чем у украинцев. Понимаете?
Пока этот мужчина, вот это отдельные группы мужчин, лиц, молодых людей, которые сражаются, их женщины, дети, отцы, родители, все подвергались репрессиям, убийствам, пыткам. До единого просто все. Я читал как-то во время своей адвокатской практики в Московском городском суде, в секретном архиве, когда я занимался одним делом, и мне случайно попало досье на Доку Умарова, которое было в материале дела. Я даже пофоткал это дело. Так вот, там все было расписано от его родственников, от родственников его жены, его племянников, его племянниц, девушек, то есть женщин. Дочка там брата, по-моему, дочка сестры, сын сестры, женщин даже, может, я не помню сейчас, может, даже несовершеннолетние там указывались. О чем вы говорите? Это невозможно просто. А сам мой близкий друг воевал в Чечне на вашей стороне и здесь воевал. Но у вас выжил, а тут погиб. Пусть земля ему будет пухом. И пусть Господь примет его душу, успокоит его душу. Очень жаль, что погиб такой человек. Очень жаль. Но я думаю, значит, тогда я, Флэш, я очень много говорю, но я понимаю, что вы тоже в курсе всей темы. Но все равно я не согласен с тем вашим тезисом, что тогда было нам легче. Вот что, как легче? Где легче? Весь мир против. В Украину уехать нельзя было. Я адвокат был, я ехал в Украину, меня с поезда снимали. С московской пропиской, адвокат. Меня снимали, не говоря уже человеку, у которого с паспортом проблемы, прописки нету, прописан в Чечне или еще чего-то. Просто со мной 16-летнюю, несовершеннолетнюю девочку из поезда тоже сняли. В Конотопе. Весь мир был против нас. И сейчас он против нас. Почти весь. Как-то так. Надеюсь только на Украину, что в Украине война сейчас остановится, будет зачистка пятой колонны, и Украина станет нормальной, свободной от КГБ страной. Вот на это одна надежда. Так. Как-то так, друзья. Нет, война разная. Я согласен, конечно, война разная. Сам метод, способ ведения войны, они отличаются, конечно. Полностью согласен с этим. И не только даже с дронами. У вас артиллерийская война была долгое время, первые месяцы. Потом уже распознали, что такое дрон, и начали уже активно использовать их. Да, легче она не была точно. Я про легче говорил. А то, что разное, да, с этим я согласен. Да, война разная. Так, а как мы это делаем? А где эти деньги? Я не знаю, где эти деньги, злой вип. Ты зайди просто в YouTube, TikTok, посмотри, как появились некоторые люди, которые нам рассказывают. Такое, начинают пропаганду эту вести, да, там мы должны. Мы ничего никому не должны. Всем, кому мы должны, всем прощаем, как говорится. Понимаете? Мы не должны подниматься, мы не должны воевать в Чечне, Чеченской республике Ичкерия. Понимаете? Мы не должны никому. Мы должны учиться, становиться сильнее, богаче, умнее. И вот мы должны куда двигаться.
А сейчас, чтобы добровольно бросить свою страну к ногам Турции, я это не вижу никакой перспективы. Я вижу, что давно эта программа идет. Еще, знаете, наш алфавит, который турецкий, который очень похож на турецкий, а наш язык, это принял наш парламент. Не знаю, почему это было сделано, может быть, рассчитывали, что Турция будет там нам другом, Турция нам помогала, вначале так и было, если слушать и верить Ельцину, который общался с Биллом Клинтоном, там он говорит, что в Турции были военные базы, где обучались чеченские бойцы. Это наводит на размышления, что и Клинтон не возражает. Они находятся в Турции, встреча проходит у них в Турции, и он не возражает. Значит, эти базы там есть. Так бы заявила бы и Олбрайт, и Клинтон заявили бы протест, сказали, нет, какие базы, вы что говорите-то, не придумайте, товарищ Ельцин. Но они этого ему не сказали. Значит, я полагаю, в Турции обучались некоторые товарищи. В Турции обучались, окей. И нам казалось, что это наши друзья, может быть, и сейчас это кому-то кажется. Но я вот делаю вывод, что Турция нам не друг, как оказалось. Она нас использовала, поступала с нами вероломно. И сейчас Турция планирует в НАТО, например, чеченский язык отнесен к тюркскому языку. Абсолютно разные два языка, вообще никакого отношения друг к другу не имеют. Это как японский, там, чеченский, можно также сравнить. Но вот нас пытаются пристегнуть к Турции. Так нам будет выгодно. Турция для нас, на мой взгляд, которая нам вначале помогала, и потом мы оказываемся вот в ситуации, когда нас унижают, убивают, Эрдоган дружит с Путиным, они вместе борются с международным терроризмом. Здесь, в Европе, всех, вы посмотрите, любой, кто связан с Россией, обязательно рядом имеет какого-нибудь связанного с Турцией товарища. Либо турка, либо чеченца связанного, или чеченоговорящего связанного с Турцией. Понимаете? А почему это? Это борьба с международным исламским чеченским терроризмом. Понимаете? Вот как это делается. И я вижу, что мы оказались фактически, вначале нам помогали, потом, когда наше сопротивление закончилось, да, мы устали физически, просто закончились, они дальше продолжили свое общение, дружбу, никаких протестов, никакой помощи. Да, кому нужно, бойцов себе выдергивали себе в Турцию, а простой народ отправляли в Европу. И даже кто в Турцию приехал, тому никакой помощи фактически не оказывалось. По сравнению с той, которая здесь оказывалась, в Европе. Понимаете? Мне это не нравится. И это чеченцы должны знать. А сейчас нам пытаются представить, что мы ради чеченских интересов должны поднять восстание для того, чтобы потом присоединить нас к Турции. А в Турции уже готовы. Я убежден на 1000000%. Президенты, депутаты, чиновники, министры, причем самые главные министры, министры обороны, министры финансов, министры еще какие-то, все уже готово, они уже поделили портфели, сидят между собой. А где же чеченский народ тогда? А где воля чеченского народа, желание чечен, демократия? Где демократия тогда? А демократия вам не нужна, говорят. Мы будем строить халифат, объединим Дагестан, Чечню, Ингушетию. Черкесию не объединяют черкесов, потому что, видимо, черкесы с американцами в хороших отношениях, видимо, не входят они в эти планы. Наверное, так. Но речь идет вот о 3 республиках. Наша страна и 2 российские провинции. Вот нас хотят объединить. Значит, мы воевали за просто так, выбор чеченского народа за просто так. Все, кто воевал, бандиты, как Россия говорила. Все, кто нас убивал, не наказываются. Вот Турция с Россией договорилась. Ну что они будут из-за каких-то там чеченов там выяснять что-то? Зачем это нужно? Вот как я это вижу. Если я ошибаюсь, опровергните меня. Опровергните. Докажите, что я ошибаюсь. Я готов
признать свою ошибку и всегда признаю ее. Но я этого не вижу. Я вижу, что нам не подготовили юристов, турецкие спецслужбы МИД, не приготовили нам юристов, журналистов. Они нам приготовили каких-то религиозных пропагандистов, которые просто несут такую дичь. Слушаешь и думаешь, елки-палки, человек вообще адекватен или нет? Понимаете? Вот какая ведется против нас работа. Вот какая ведется. Давайте почитаем ваши комментарии. Но это и Америка дружила с Россией, бо политические ходы у всех у них одинаковые. Да, Америка дружила, но Америка дружила как старший брат, а Турция дружила как равный или младший брат. И сейчас нам Турция предлагает не быть цивилизованной, образованной, равной страной со всеми 200 странами, которые входят в ООН, а предлагают быть колонией Турции. Понимаешь? Вот в чем весь фокус. США имеют право вето, США, Великобритания, Франция имеют право вето. Понимаешь? ООН. Турция никто в ООН. Турция в очереди стоит в Евросоюз попасть. А нам предлагают стать в хвосте этой Турции. Понимаешь? А знаешь, почему Турция так себя ведет, на мой взгляд? Почему она не подготовила нам юристов, журналистов, а подготовила исламистских каких-то пропагандистов, полуграмотных? Знаете почему? А потому что Турции нужно, чтобы мы были не рукопожатными в этом во всем мире, дикарями, необразованными, тупыми, дикарями мы должны быть для Турции. Понимаете? Так нам лучше остаться с ядерной державой тогда России, получается, чем с какой-то Турцией быть. А? Тогда какая нам разница получается? Шило на мыло. А Америки я не собираюсь становиться колонией Америки, частью Америки, штатом Америки. Я призываю помочь Соединенным Штатам мне. Мне не платит Америка за этот флаг, за то, что я говорю. Ни копейки, никогда, ни одну секунду, ни на одно мгновение. Понимаете? Вот разница. Вроде бы одно и то же, но не совсем получается, правильно? И я это говорю, когда турецкие агенты МИД молчали, ничего не говорили, а я говорил. Понимаешь? Вот в чем разница. И когда дается команда, и у тебя есть крыша генерала в МИД, в турецкой разведке, то, конечно, ты можешь уверенно разговаривать, тебя спрячут, тебе помогут, тебе денег дадут, там, где-то попросят через... Они же друзья все, они наверху, друзья все, понимаете? Вот о чем речь. Добрый, Анка, добрый. Про наш чеченский народ не говори, говори про свой народ Израиля. Как тебя там, юзер? Если бы этот народ был бы не мой, а твой, то я бы увидел бы тебя, который занимается тем, чем я занимаюсь. А я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, когда тебя еще вообще на горизонте не было здесь, с твоим комментарием. Понимаешь? У вас нету никакого аргумента против меня. Понимаете? Вы все уже использовали вместе с русскими, давя на меня, да, давя грязь, все вы на меня выливали. Понимаете? А какая истерика у вас, когда я вывешиваю израильский флаг, просто она неописуема просто бывает. Почему вы все заодно? Ты за Израиль, мусульманин, салафи, салафист черкесский, мне спрашивает, ты за Израиль, мусульманин, говорит.
саляфи, тебе стоит изучить свою религию перед тем, как писать мне такие вещи. Понимаешь? Добрый, шалом алейкум. Вот видите, наглые лжецы здесь зашли. Возводят ложь. Вот вся суть вот этих псевдомусульман. Я говорю правду, как мусульманин, а они лгут, потому что в исламе нельзя лгать. Они лгут. Понимаете? Как только я начал позапрошлом в своем стриме говорить про Турцию, про все это, ко мне заходит девушка, наверное, девушка, ник, женским ником, и говорит, что она меня только знает. Понимаете? Она заступается за мусульман, она говорит, ты типа не говори... как ты относишься к ла илляха илляллах Мухаммад Расулла? Пишет большими буквами мне это все. Я говорю, я мусульманин, какие вопросы? Ты хочешь за меня в могилу лечь? С какой целью ты интересуешься? Она говорит, я тебя первый раз вижу. Вообще, я только зашла, я хотела узнать просто, мусульманин ты или нет. А у меня в YouTube поставлено 5 недель ограничения. Если ты не подписан, ты не можешь писать комментарий. То есть минимум 5 недель она уже подписана на этот канал. А может быть уже 3 года, 5 лет подписана. И вот такие они лжецы. Вот эти турецкие мусульмане, да, представляющиеся турецкими мусульманами. Так, Аслан, вы справедливый человек. Ну, я стремлюсь быть. Не скажу, что я справедливый. Ну, хочу быть, по крайней мере. Особенно, если я занимаюсь таким важным делом, я вынужден быть. Потому что я, например, не знаю, в отличие от этих анонимов, проснусь ли я утром, доживу я ли до вечера. Абсолютно не парюсь по этому поводу, но и не знаю. Поэтому я должен говорить правду и по справедливости. А они, большие заступники мусульман, обвиняя меня ложно во всех смертных и несмертных грехах, они живут себе, попивают чаек, и все у них хорошо, да? Так, поэтому вы пытаетесь вместе... Вот еще один. Злой вид, понятно, ты агентура, да, лживая, как обычно, как вы все, да. Ты настоящий ичкерийц, Аслан. Спасибо, дорогой. Аслан, вы справедливы. Так, было уже. Аслан, ты для иудеев очень уважаемый человек. Шалом, уважаемый Аслан. Шалом алейкум, брат. И Ам Израиль хай. Ам Израиль хай. Мы все братья по религии, люди одного писания, понимаете? И они пытаются нас стравить, разделить, натравить, чтобы мы убивали друг друга, чтобы какие-то сатанисты из Кремля, с Лубянки или еще откуда-то сидели и стравливали нас, а мы убивали друг друга. А мы не будем этого делать. Спасибо, дорогой. Спасибо. Ну вот любимая тема у них, Палестина или Израиль. Каждому нужно объяснять, да. Но это одно и то же повторяется, да. Ну ладно, давайте пойдем к YouTube комментариям. Сейчас я тут дочитаю комментарий и подниму тебя. Дело в том, что засовывают армия орков, а не с гибней. Если бы сделали пару диверсий против Лубянки или захват отдела КГБ в любом городе, может остановить русню. Шамили
Я не понимаю, почему то, что знаем мы с вами, не знают Буданов, да? Че там Буданов, где? Куда пропал Буданов? Заметили? Что-то его особо теперь не слышно. Что же с тобой? Как его? Кирилл или Юрий? Как тебя там? Да? Куда ты делся, Буданов? Чего тебя не слышно? Куда пропал? Ты же звезда был Ютуба. Куда делся? Что там с ФСБ у вас? Там все нормально? Разбомбили, взяли Крым, там, разделили Россию, как ты там планировал. Привет, Аслан. Да, в начале 90-х появились авантюристы, лже-богословы. Начали вносить смуту людей, идеологи разного рода. На кого и рассчитывали контингент от 15 до 25. Да? И эти лже-богословы, или я их называю специмамы, или спецпроповедники, да, они не были независимыми. Если бы они были бы независимы, честное слово, что бы они там ни несли бы, у меня было к ним уважение. Но с таким видом нести чью-то пропаганду, ну, это просто не вызывает ни малейшего уважения. Развод. Убьешь еврея, попадешь в рай. Невеждами манипулировать легко, так и воплотили войну. Ну, вот это выражение я не слышал, конечно, может, это в арабских странах это выражение такое есть. Но вот приблизительно подходящее к этому, да это все говорилось. Понимаете? И потом, когда они уже поняли, что уже начали возражать, и говорят, вы что, это мы люди Писания, Моисей. Самое распространенное имя у чеченцев, одно из самых распространенных, это Муса. Моисей, то есть. И вот эти люди фактически поняли, что ну, так явно лгать нельзя, и начали сионистами там на разные эти рассказывать. Так, давайте я подниму этого человека с еврейским ником. Так, подождите, что у меня со звуком? Добрый вечер. Добрый, здравствуйте, шалом алейхум. Шалом, шалом. Шалом. И мы очень сильно уважаем вас. Вы очень справедливый человек. Вы все время правду говорите. Спасибо. Вы, как говорится, у нас вы настоящий истинный мусульманин, который говорит правду. Даже в Коране есть всегда надо говорить правду. И уважать все религии, любить все религии и нации уважать. Не надо разделить. У нас Израиль есть армии, мусульмане, христиане, Я знаю. буддисты. И мы здесь все здесь братья, одна семья. Мы ходим их к ним, арабам в гости, они приходят в гости, мы любим друг друга. Я хочу говорить, чтобы наши друзья пусть слышат, что никогда не надо ругаться религии. Мы все братья, мы все люди. Мы все живем под одной крылой Всевышнего. Совершенно верно. У нас нету разные боги, один Бог есть. И мы все люди верят только Ему. Мы очень сильно уважаем вас, Аслан, и очень сильно Спасибо. любим. Спасибо, спасибо. Вы говорите всегда очень истинные, красивые слова. И я хочу говорить, что у нас в Израиле живет народ Ичкерия, которые приехали во время русской империи. И они здесь идут в армию, из них есть доктора, из них есть полиция, офицеры, генералы, есть черкесы тоже. Мы все одна семья, мы все любим друг друга и уважаем друг друга. Я прошу всех народов, чтобы любили друг друга. Не надо ругать друг друга и уважать друг друга. Спасибо, спасибо, брат, спасибо. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Меня зовут Томми. Томми, очень приятно, Томми. Откуда вы так хорошо говорите на русском языке? Вы с России? Нет, я
учился в армии, я знаю 11 языков. О, круто. Да. Ну, вы никакого отношения к России не имеете, да? Нет, мои предки приехали 27-й год из Полания. Из Польши, ага. Да, да. И вы сами учили просто русский язык, правильно? Да, я учился русский, я хорошо знаю арабский, турк, парс, английский, франц, итальяно. Good. Да. Спасибо вам за эти теплые слова. Томми, да, вы сказали? Да, Томми Куперман. Томми Куперман. Спасибо вам за эти теплые слова. Они очень имеют значение для меня. Они для меня большое значение имеют. Особенно вы видите, какой хейт и критику на меня оказывают разные агенты российских спецслужб и некоторые полезные идиоты. Поэтому большое вам спасибо. Спасибо Мы большое. уважаем всех вас, и ваши нации уважаем, и ваши территориальные государства уважаем, которые вы подвергли от Российской империи. Подвергли. И чешский народ разошлись из-за Российской империи, которые пришли воевать против вашей страны. Мы любим вас, и мы уважаем ваши территориальные государства и чешского народа. Спасибо большое. Это очень важно. Спасибо. Ам Израиль Хай. И мы уважаем вас. И мы уважаем. К большому сожалению, мы оказались в оккупации. Наш народ оказался в заложниках. И не только Правильно. нас убивали, не только нас физически захватили, нашу территорию, наших людей, но сейчас борются с нашим сознанием, борются с нашим видением этого мира, чтобы сделать из нас манкуртов, бастардов, не помнящих своей культуры, своей родины, даже своего языка. И я борюсь с этим. И борясь, я пришел к тому, к еврейскому вопросу, к израильскому вопросу. Я знал про этот вопрос, весь мир про это знал давно, но я никогда не углублялся в этот вопрос, потому что мне казалось, что большая проблема, чем у нас, не существует ни у кого. Когда я изучал, я знал, что евреи подвергались репрессиям, их убивали, пытались полностью под ноль просто, искоренить пытались во всем мире, как это делалось и в отношении нас. Но я думал, это все в прошлом. Сейчас Израиль сильный, он там с Америкой дружит, у него все хорошо и так далее. Но когда я начал изучать вопрос, несмотря на то, что вы очень сильные, и на сегодняшний день, и дай Бог, что вы стали еще сильнее, но все равно я понял, что у Израиля положение очень, не очень хорошее. При том, что уже в печах жечь просто так никто никому уже не позволит. Прилетит ответка обязательно. И я был реально удивлен этим положением вещей, когда я понял, что, смотри-ка, а не так все, как я это думал, или как это, вот знаете, как это происходит. Когда, вы, наверное, про чеченцев, вы изучали много языков, культуры, может, вы про чеченцев так не думали, но вот тот, кто не знает чеченцев, ему говорят, чеченцы убийцы, террористы, там, радикалы, какие-то там людоеды и так далее. Но ему это не касается, он жизни чеченца живого не видит, он живет где-то у себя там в глуши, еще как-то. И, в голове, да, чеченцы убийцы, чеченцы плохие, там, все, в голове отложилось, но он никакой ненависти не испытывает, но вот где-то есть. И когда он вот сталкивается с этим, а потом выясняется, что ровно все наоборот, это происходит такой шок. Вот у меня, может быть, не так было радикально, но тоже я испытал шок, когда я узнал, первое, когда вас обстреляли, еще это было 2020, наверное, первый год это был, если я не ошибаюсь, может быть, даже 2020 год, когда обстреляли в месяц Рамадан и убили бабушку, еврейскую бабушку. И я абсолютно ничего не подозревая, искренне выражаю, месяц Рамадан вот так стрелять не безразборно. Ладно, если у вас война, воюете с военными, это можно понять. Но убить вот так женщин и радоваться этому, там на всех улицах Газы выходили, там поздравляли, там видео показывали. И я просто об этом сказал. Я сказал, мы, чеченцы, должны понимать, что это неправильно, мы не должны это поддерживать. И на меня такой хейт обрушился, что я был просто обязан разобраться в этом вопросе. Я разобрался.
Пока не полностью, не до конца, я думаю, но разберусь. И в том числе с вашей помощью, Томми. И моих других еврейских друзей. Спасибо вам. Пожалуйста, мы сильно уважаем мы уважаем ваше государство, мы уважаем ичкерский народ, потому что у нас здесь есть много ичкерских народов, мы любим друг друга. У нас есть в армии офицеры из ичкерского народа, и мы одна семья. Мы одна семья, и сильно уважаем друг друга, и мы уничтожаем наших врагов, где бы ни было, потому что у нас нету отделить религия. Я мусульман, ты иудей, ты христиан. Нету такого Израиля. Нету. Мы одна семья. Так и должно быть, Томми, так и должно быть. Так и должно быть. В цивилизованном обществе, в нормальном, справедливом обществе только так и может быть. Есть хороший человек и плохой человек, и все. Да. Самое главное, что у нас в стране нету радикализма. Что если радикализм, это плохая вещь, это уничтожает государство, уничтожает народы, да. И их мозги промываются радикализмом, это очень плохая вещь, очень нехорошая вещь. И что мне сказать, мы очень сильно уважаем господин Асламбас и за ваши справедливые слова. Как мне сказать, вы настоящий истинный мусульманин, Спасибо. Который идет по дороге Коран, по дороге истинного Всевышнего, под его словами, под его крыльями вы идете и говорите справедливые слова. И кто что вам пишет, Всевышний свидетель, он будет судьей над этими людьми, кто пишет против вас. Мы всегда говорим, Всевышний судья. Да, потому что в Коране и Таурате и Инджиле написано, не надо ложь говорить, не надо обманывать, не надо воровать. Это самая плохая вещь. Правильно. И поэтому мы сильно уважаем вас, и вашу нацию, и вашу религию, ваши государственные, территориальные уважаем. Спасибо большое. То раба, брат. Извините за беспокойство. Спасибо большое. Баркал по-чеченски. Баркал. Да. Спасибо. Давайте я тогда продолжу свой стрим. Друзья, давайте я почитаю, что у нас тут пишут ТикТок. Так. В ТикТоке пока больше ничего нет. Так, друзья, еще минут 20 я буду в эфире, и потом мы стрим закончим наш. Так сейчас тоже будет и с Украиной, говорит Флэш. Уничтожает население и все сольют. Флэш, мне кажется, именно потому, что это так происходит, как вы говорите, вот по сценарию один в один такое, чеченское дежавю я вижу. По сценарию, как у нас все это делается, у вас. И уничтожается все пассионарное население, которое способно оказывать сопротивление и думать критически. И именно поэтому Трамп и США пытаются спасти Украину и это население. И власть или около власти люди не дают этого сделать в полной мере, на мой взгляд. Так, идет вот это направление, к большому сожалению. Ельцин разговаривает с Клинтоном как гопник и все обещает дать документ, но почему-то их не может найти министр обороны или министр финансов, министр обороны. Надо фильм снять о лубянской разводке.
Ну да, документ, я думаю, что... Ясно. Ладно, проехали. Асан, Алиф ТВ, КГБшники создают видео, мультики, якобы это фильм евреев, как сжигают мечеть Алякса и строят третий храм. Да, конечно, Алиф ТВ это российский канал, который абсолютно 100% контролируется российскими спецслужбами, и их агенты делают это. И они распространяют. Давайте опять вернемся, друзья. Все, что я говорю, можно легко проверить. Можно вот зайти ко мне, объяснить мне, что я не прав. И я, честное слово, я извинюсь. Если вы мне приведете факты, я извинюсь, скажу, да, я в этом месте был неправ. Но скажите мне, почему, нападая 7 октября 2023 года, они назвали это акт геноцида еврейского народа, просто убийство евреев за то, что они евреи. Вооруженных, военных, там у вас война, это можно все понять. А когда ты убиваешь женщин, детей, как это объясняется? В какой религии это сказано, можно так делать? Целенаправленно идти убивать женщин, сжигать детей, все что угодно делать. Это как это называется? И вот они нападают и называют это наводнение Алякса. Вы мне объясните, почему в одной части Израиля арабы убивают безоружных людей, а Алякса находится в другой части вообще Израиля. Как так получается? Не манипуляция ли это? Не обман ли это? Давайте посмотрим, вот сейчас давайте спросим чат GPT. Вы скажете, это еврейский, там все такое, но все равно просто узнаем, что такое Алякса. Вообще к евреям ничего мы не будем спрашивать. Про евреев ничего. Просто давайте зададим вопрос. Скажи, пожалуйста, чат GPT, в каком году построена мечеть Алякса? Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме была построена в VII веке. Точная дата завершения строительства обычно указывается как 705 год. А когда началось это строительство? Строительство мечети Аль-Акса началось в 705 году, сразу после завоевания Иерусалима мусульманами. Завершение строительства обычно связывают с 715 годом. А 715, ясно. Тогда скажи мне, как оказалось так, что в Коране прописано про мечеть, которая еще не существовала на момент, когда послание от Аллаха было нам послано? В Коране упоминается далекая мечеть Аль-Масджид Аль-Акса в суре Аль-Исра. Это упоминание считается символическим и духовным. Многие исламские ученые считают, что далекая мечеть указывала на место, которое имело важное значение в духовном контексте, а не обязательно на конкретное физическое здание. После завоевания Иерусалима мусульманами, значение этого места стало связано с построением мечети Аль-Акса. Кто и зачем построил эту мечеть? Мечеть Аль-Акса была построена на Храмовой горе в Иерусалиме как часть исламского святого места. Она символизирует важное значение Иерусалима в исламской традиции и служит местом молитвы и поклонения для мусульман. Считается, что это место связано с ночным путешествием пророка Мухаммеда, упомянутым в Коране. Строительство мечети также подчеркнуло исламскую связь с этим священным городом. Но нам сейчас рассказывают, что Алякса упомянута в Коране, и что поэтому она считается святой. Как так получилось, что ее еще не было, а о ней уже сказали, что она есть в Коране? Это же противоречие. Это не обязательно противоречие. В исламе Аль-Масджид Аль-Акса в Коране часто интерпретируется как символическое место, а не конкретное здание, существовавшее в физическом мире в то время.
Вера в духовные и символические аспекты играет важную роль в исламской традиции. Мечеть как символ была связана с этим местом позже, когда мусульмане завоевали Иерусалим. Таким образом, упоминание в Коране подчеркивает важность духовного и символического значения, а не наличие физического здания. Ну а кто тогда был амиром или халифом, когда строили эту мечеть? Когда началось строительство мечети Аль-Акса в 705 году, амиром или халифом был Абд аль-Малик ибн Марван, который правил в Омейядском халифате. Он был одним из ключевых правителей Омейядского халифата и сыграл важную роль в строительстве мечети Аль-Акса как символа исламской веры. Кто сейчас является наследниками омейядов? Сегодняшние государства и династии, которые могут рассматривать себя как наследников Омейядского халифата, включают в себя несколько стран и организаций, однако это больше символическое и историческое наследие. Например, династия саудитов в Саудовской Аравии иногда ассоциируется с историческим наследием арабских халифатов. Однако в современном мире нет единого государства или династии, которое бы официально считалось прямым наследником омейядов. Почему они все исчезли? Их уничтожили? Что случилось? Омейядский халифат пал в 750 году в результате восстания аббасидов, которые свергли омейядов и основали свой халифат. Основные причины падения омейядов включают внутренние конфликты, недовольство населения, особенно в регионах, и экономические трудности. Аббасиды смогли заручиться поддержкой различных групп, включая шиитов и другие антипатии к омейядам, что позволило им свергнуть их. Хотя омейяды потеряли власть в большинстве регионов, их потомки продолжали существовать. Некоторые из них эмигрировали в другие регионы, такие как Северная Африка и Испания, где они основали новые династии, такие как омейяды в Испании. Спасибо. Спасибо. Мечеть Аль-Акса была построена, знаете, в Коране сказано про место, где пророк Мухаммад, мир ему, и посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение, получал сокровенные сообщения от Аллаха, от Господа. И люди, которые жили после уже пророка, посланника, они, каждая новая власть пыталась манипулировать. И Аль-Акса — это мечеть, это мусульманское достояние, которое имеет историческое значение, историческую ценность для мусульман. Но приписывать, что в Коране она уже была обозначена, это как минимум, вот сейчас вы слышали, немножко противоречит логике. Если построено в 715 году, а Мухаммад жил за 50 лет до этого. Понимаете? И вот таким вот образом нами манипулируют. Вот что я хочу сказать. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Аль-Акса, она не ценна, там, историческую ценность не представляет для мусульман там, и так далее. Нет, она представляет, по крайней мере, и уже 1300 лет этой мечети. Но при всем при этом нам пытаются это сказать не то, что это историческая ценность, а то, что это в Богом указано. Понимаете? Все. Вот на этом пытаются политические власти, которые находятся над нами, которые нами управляют, пытаются нами манипулировать, использовать нас. Сейчас Израиль, Палестина находятся под контролем уже давно, более 100 лет, или может быть больше, когда Османская империя ослабла. Это находится под британским мандатом. Сейчас абсолютно власть там и евреев, и иудеев. И за это время они не снесли Аль-Аксу.
Хотя на ней спекулируют. Спекулируют. Давайте посмотрим, что сделали мусульмане в Афганистане над буддийскими вот этими огромными истуканами, огромными этими статуями. Помните, как только у них к ним пришла власть, ничего там, никому не мешало это каменное вот это изваяние, которое высечено было в огромной пещере. И представляло тоже историческую ценность, важную для буддистов, которые там когда-то проживали и там построили ее. Так они ее сразу взорвали. Просто взяли и взорвали. Она никому не мешала, никто ей не ходил, не молился. Мусульмане из Талибана не перебегали срочно молиться туда, к этому огромному там 50-метрового, 100-метрового, и такое огромное такое было. Большая такая была эта статуя. Или две их даже было. Их сразу уничтожили. Поэтому мы должны понимать эти вещи. Мы должны понимать, что нас пытаются под видом ислама обманывать. Не дайте себя обмануть. Вот и все. Все, что нам нужно делать, не дать себя обмануть. Будьте просто критически относитесь к любой информации. Не воспринимайте ее 100% за чистую монету, как только вам ее выдают. Просто проанализируйте, сравните. Есть интернет, есть чат GPT, есть Google. Зайдите, посмотрите, почитайте. Интересно. И будет потом понятно, что вас пытались обмануть, и вы не дали себя обмануть. Вот и все. Не дайте себя обмануть. Вот и все. Stand behind it. Нет, это чеченский флаг. Аслан, Музафир. Хорошо, что есть у нас такие умные люди, говорит Музафир. Музафир, ты единственный, по-моему, кто меня умным назвал, бог считается. Даже как-то непривычно, бог считается. Обычно они меня дураком называют. Так. Дальше посмотрим. Мечеть на арабском означает любое место, где можно молиться. Аль-Акса это целый регион. Асан, Аль-Акса это регион. В Палестине мечеть Кадырова. Это мечеть тоже святая. Аль-Акса место царства Соломона. Кстати говоря, а ты думаешь, не просто ж так они там построили, не из-за большой любви к евреям они там построили, или к мусульманам, которые там живут. Это, во-первых, ФСБ построила эту мечеть там в Палестине, в Израиле. Но при всем при этом, через 50 лет они нам будут рассказывать, что это святая мечеть. Это сказано, вон там, Киши Хаджи, Кунт Хаджи, вместе договорились, что будет в Израиле, в Палестине мечеть имени Ахмада Кадырова. Это идет долгосрочно. Потом они нам будут рассказывать, что Ахмад Кадыров был святой. Понимаете? Даже там, на святой земле, мечеть есть. Вот как будут нам рассказывать. Правда, сейчас, я думаю, эта сказка закончится, потому что пошло не по плану все в Украине, и поэтому пришлось показать свое истинное лицо и евреям, Путину и всем остальным. Мечеть Аль-Аксу разрушали много раз. Да, ее несколько раз разрушали. Первый раз она была, как он сказал, в 715-м построена. После этого ее несколько раз разрушались. И не только она, все, куда приходили новые завоеватели, они обязательно разрушали. И Аль-Аксу тоже разрушали. Не знаю сколько раз, но несколько раз это уже происходило.
По исламу земель Йемена был пророк Худ до Авраама. Почему это место не святое? Не знаю, не знаю. Иисус был из Назарета. Почему город Назарет не святой? Не знаю. Но у тебя очень уместные вопросы, кстати говоря. Валейк салам, но машволь. Ичкерия, салам алейкум от Орства, Ингушей. Валейк салам, машволь, Орство. В исламе христиан называют назаретавцами. Да, не слышал никогда. Так, Эд, салам всем свободным людям. Салам, дорогой. Аслан, ты знаешь, почему тебя не любят пропагандисты? Потому что ты говоришь правду, основанную на фактах. Им сказать нечего. И полиграфу не боятся. Совершенно верно. Абсолютно так. Боятся полиграфа. И да, мы говорим только правду. Эд. Чего бы нам это ни стоило. Будем говорить только ее. Валейкум салам всем свободным людям. Бог оно, эно. Аса, если ты был бы русский, если бы ты был русский и также топил за русский мир, тебя при жизни в ранг святых занесли бы иконизировали. Албанец говорит. Но, к сожалению, я топлю за чеченский мир, а чеченцы пока не могут высказывать своего мнения. Хотя, когда мы встречаемся с кем-то, даже бывает так, втихаря мне вот так подмигивают, все нормально. Поэтому мне достаточно. Это самая большая похвала мне за мою работу. То, что чеченцы начали понимать. Сперва было слово. Сперва нужно сказать это. Как бы это ни было. И когда я вот сказал, когда они вот в месяц Рамадан обстреляли Израиль. И тогда было уже понятно, да, что что-то здесь нечисто. Поэтому было слово, будет дальше разъяснение будет, сам буду больше узнавать вопросы, объективную буду информацию узнавать. И будем продолжать. И знаете, самое неприятное, что мы, вообще чеченцы, по своей культуре, по своей традиции, у нас нету вот, национализма, какого-то там фашизма внутри. Но нам постоянно навязывают, ты националист, ты фашист, ты там сякой. Наши соседи нам это навязывают. Российская пропаганда нам это навязывает. А у нас нет этого. Просто я вот искренне это говорю. Вот, ну, не было такого, что вот мне дома объясняли, ты чё, он там армянин, не дружи с ним, он там крест носит, например. Он же русский, даже русский не говорит. Правда, папа мне говорил иногда, что там особо не дружить с кем попало. Но это дольше не столько национальность была, сколько там выпить, покурить там были вот эти моменты. А так, ну не было этого просто. Я не рос в этой культуре, что другая нация плохо. Про евреев вообще не было никаких вопросов. Все, что я помню в детстве про евреев, что жили в мире, в согласии с евреями, которые жили у нас. И что, когда нас выслали, евреи не заняли наши дома и не грабили наши дома, которые достались НКВДшникам и КГБшникам. А когда мы вернулись, потом я это узнал уже, когда вел стримы, что евреи нас встречали с нашими национальными гармошками, там, барабанами, встречали нас на перроне. Понимаете? Никто нас не встречал. И если бы евреи занимали бы наши дома и грабили нас, и они бы нас не встречали бы. А у кого не было гореть ни за что перед нами, те встречали. А остальные наши братья-мусульмане жили в наших домах. Там жили и русские, жили братья-мусульмане в домах. Я это неоднократно у себя в стримах рассказывал. В доме моего деда, отца, моего, прямого места наше, там,
сотни лет нам, этой нашей земле, когда с гор там согнали нас, заняшь. Там жил аварец, понимаете? И не уходил. И в нашем населенном пункте, Катырюшт, который называется сейчас, который все названия были переименованы, все на русском, Тутовка, по-моему, Катырюшт назывался, по-моему, если я не ошибаюсь. Все улицы, все было, реки, все было переименовано. Все то, что в горах взрывалось, уничтожалось, кладбища сравнивались. Кладбища не было. Одного кладбища не было оставлено. И когда мы вернулись, мы не могли в своих домах. У меня по матери дедушка, мамин отец, его дядя, ее дядя, мамин дядя, жил в коровнике, в своем коровнике, когда он уезжал, это был коровник, а когда приехал, это был свинарник. И он это все вычистил, а им деваться некуда было. В его доме жил русский. Он все это вычистил и жил в этом коровнике. И в конце у него была расписка, что он купил этот дом. До сих пор хранится, он мне говорил. Нет. Это расписка у него. Сейчас он тоже умер, его сейчас нет. Он жил и купил этот дом. Свой дом у русского. А мой дедушка по отцу, который, отцу его Вагаб, он купил дом у аварца. И продали эти дома, аварец и русские, законным владельцам этого дома. Откуда у нас, кстати говоря, были деньги? Понимаете? 13 лет ссылки. Денег нет, ничего нет там. Собирали, скидывались. А все это произошло после того, как чеченцы восстали и убили нескольких особо сопротивлявшихся выселению. У чеченцев не было денег выкупать. Были бы деньги, отдали бы и отправили бы их всех. И вот тогда начали все продавать. Этих чеченцев расстреляли. Суд быстро там. То рядом стоял по 15, по 10 лет. Этих, кто непосредственно принимал участие в уничтожении этих оккупантов и колонистов, расстрел. И вот тогда нам начали наши дома продавать. И мой дедушка до самой старости, который воевал за Советский Союз во Второй мировой войне, имел ранения, имел 2 высших образования, который был очень грамотным, уважаемым человеком. И мой дедушка до самой своей смерти вспоминал момент, что когда уже этот человек уезжал уже, все, загрузился, он там все свое имущество собрал, он сказал, что перед тем, как все это собрать, уехать, он сказал, я продам этот дом только вместе с собакой, которая уже там старая, дряхлая, никому не нужная была. И запросил за эту собаку отдельно еще цену большую. И моему дедушку было это неприятно. Насколько неуважительно этот человек отнесся к моему дедушку, его это задело. И до глубокой старости он это вспоминал. Понимаете? Вынудил эту собаку у нас еще у себя купить, он говорил. А евреи этого не делали. Так давайте не будем свиньями и помнить, кто как ведет. И относиться соответственно к свинье как к свинье, а к человеку как к человеку. Я не призываю против аварцев ничего делать. Я большим уважением отношусь и к аварцам, ко всем нормальным людям я отношусь уважительно. Но факт есть факт. Факт есть факт. Мы же должны говорить правду. Как-то так. Всего хорошего. Капитан, все будет Ичкерия, Ян. Давно тебя не было. Вот Музафир говорит, сейчас я прекращу. Вот, Музафир говорит, я тоже не понимал, говорит. Они не понимают, я тоже сначала не понимал. А вот смотри, Музафир, канал Реалити, и узнаешь для себя много нового. Все будет Ичкерия. Ам Израиль Хай, слава Украине. God bless America. Вива Грузия. Алла Азербайджан. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адикёль Маш Оль.
Так, Андро, тебя давно не было, да? Сейчас я... А грузинов тоже заселяли в Чечне после депортации? Нет, я не слышал, чтобы грузинов заселяли. Я уже в ТикТоке выключил, и сейчас тоже здесь выключу. Нет, я не слышал, чтобы грузинов заселяли. Но грузинов, возможно, заселяли вот в Ахмедском районе, где проживали чеченцы. Я думаю, вот была информация, что вот в Ахмедском районе, это уже Грузия, там тоже грузины не занимали. И если честно, это очень похоже на грузин. Евреев я как таковой не знал очень хорошо, а грузин я знаю очень хорошо. Я с ними, как говорится, не один пуд соли съел. Поэтому это очень похоже на грузин. Грузины не подлые и не коварные. Вива Грузия. Всего хорошего. До свидания, друзья. Эд, и тебе спасибо. Пока. Всего хорошего, друзья.